Приветствую всех, друзья! Вы смотрите новый выпуск программы «Цена свободы». Я ее ведущий Михаил Сергеев. В этой программе мы обсуждаем с нашими гостями наиболее актуальные темы из политической жизни нашей страны. Сегодня в эфире «Цена свободы» с Уазу Нантоем, депутатом парламента Республики Молдова, мы поговорим о 30-летии принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии и о том, как трансформировались взаимоотношения Кишинева и Камрата. А также коснемся темы Приднестровья и провокаций российских спецслужб вокруг Приднестровья. С украинским политологом Дмитро Левусем мы также поговорим о газовом шантаже России, о встрече словацкого премьера Роберта Фицо с Путиным и о возможной эскалации в Приднестровье. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в этой части выпуска и вообще сегодня выпуск будет посвящен Гагаузии и Приднестровью. Получается, на этой неделе, в понедельник, вчера, 23 декабря, в Молдове отмечали 30 лет со дня принятия закона об особом правовом статусе. Об этом я предлагаю поговорить с нашим частым гостем, депутатом парламента Республики Молдова Уазу Нантой. С ним также мы поговорим о энергетическом кризисе, или потенциальном энергетическом кризисе, который надвигается на левом берегу Днестра. Господин Нантой, приветствую вас. Добрый день. Мы часто с вами обсуждаем Гагаузию, господин Анатолий. У нас здесь, и не только у нас в студии, вы комментируете вопрос, связанный с Гагаузией. 30 лет в этом году со дня принятия закона об особом правовом статусе. Прошли, можно сказать, два мероприятия. Одно в президентуре, на котором я тоже присутствовал, и не только я там, были и другие люди из Гагаузии. И вот вчера тут в Гагаузии пытались что-то организовать. Сначала в Доме культуры торжественное заседание Народного собрания, потом почему-то в Гагаузленде. Я вообще не понимаю, почему. Ну и о вас там тоже не забыли, кстати, да. Сказали, что вы хотите изменить закон об особом правовом статусе. Давайте по порядку. Как вы оцениваете эти 30 лет? Сдалека зайдем, скажем так. Для того, чтобы оценить эти 30 лет, надо сделать короткую ремарку. Да. Период, так сказать, перестройка, Гагауз Халкы, Народный фронт и провозглашение Гагаузской республики 19 октября 90 года, поход волонтеров. Здесь много надо вспомнить. И в 1994 году этот кризис нашел свое политическое решение в виде закона, который был принят 23 декабря 1994 года, закон номер 344. Я считаю, что в этой ситуации нужно отдать дань тем политикам, которые в то время нашли вот такое политическое решение того конфликта, который сложился на юге Республики Молдова. Здесь я не хочу обсуждать, кто был прав, кто был виноват, что Гагаузскую республику не признавали, что поход волонтеров был авантюрой, что раздача оружия из Болградской воздушно-десантной дивизии это было шагом к кровопролитию на межэтнической почве. Это оставим в прошлом. Вернемся к тому, что закон был принят. Если прочитать внимательно закон, то в нем в первую очередь наталкиваешься на некоторые моменты, которые вызывают удивление для стороннего наблюдателя. Например, зачем нужно в закон вписывать, что в случае потери Молдовы суверенитета Гагаузия получает право на внешнее самоопределение? Что это за условное государство Республика Молдова? И как будет реализовываться это право на самоопределение? Я как-то не очень понимаю. Но совершенно очевидно, что в начале 90-х годов страх перед объединением с Румынией был реальным фактором, который был отражен в этой статье закона. И не следует забывать, что 2 февраля 2014 года некто Басеску что-то там ляпнул, в свойственной ему манере, а политические провокаторы подхватили эту волну и нагнали волну, что вот мы должны сделать референдум, и на том незаконном так называемом референдуме в то же время был принят закон номер 33 об отложенном статусе. Все с той же песней,
что Гагаузия получает право на самоопределение. Ну да, я помню тогда этот закон, это местный закон, ну, так называемый закон, который разрабатывал Бургуджи, и он говорил, что ну вот у нас же есть статья о законе об особом правом статусе, Нет, а механизма нет. нет, говорит, поэтому нужно принять механизм. Вот мы вам предлагаем механизм реализации Ну этого. да, Ваня Бургуджи достаточно плодовитый, его бы энергию да в мирных целях. Ну да. Но в 2014 году, если вспомнить, предполагалось также подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом 27 июня 2014 года. Ну так оно же И было этот подписано, да? Нет, да, но тогда уже никто иные, как местечковые коммунисты во главе с Ворониным, начали кричать, что подписание этого соглашения означает утрату суверенитета Республикой Молдова. Да? И вот под эту сурдинку э, пропихнули этот так называемый закон, и заодно давайте будем вспоминать, если открыть социологический опрос, который был проведен на юге в 2016 году, там 42% опрошенных из Гагаузской автономии знают про проект Республики Буджак. Вообще тогда предполагалась вот такая вот провокация, что на фоне проекта «Новороссия» должна была быть провозглашена Республика Буджак с участием Тараклийского района и гагаузских населенных пунктов из Одесской области. Не следует забывать, что некто Михаил Формузал и некоторые другие личности стали персонами нон-грата в Украине. Да. Поэтому этот закон от 1994 года, я повторяю, содержит эту статью, которая отражает элемент румынофобии. Второй момент – это так называемые 3 языка государственных и официальных языков Гагаузской автономии. И если называть вещи своими именами, то включение русского языка в этот закон привело к тому, что гагаузы, насколько я понимаю, стали стремительно русифицироваться, теряя родной язык. Они И в то же продолжили. время, Да. ну, скажем так, гагаузы как народ существуют там столетия, тысячелетия и как-то сохранили свой родной язык. А вот получили автономию и появились проблемы с родным языком. Тут даже если вы позволите, закон приняли в 94 году, гагаузам предоставили автономию, а в 2010 году ЮНЕСКО включил гагаузский язык, придал статус находящегося под угрозой исчезновения. Ну вот. Ну, да, и мы должны понимать, что вот эти так называемые 3 языка привели к тому, что к саморусификации и в то же время игнорирование изучения государственного языка этой страны. И получается, что на основе этих положений Гагаузия сделала шаг к самоизоляции от остального общества Республики Молдова. Можно я вас перебью здесь, господин Антой? Я прошу прощения. Вот вчера было заседание, ну, торжественно его называют, в Доме культуры, и выступал спикер Народного собрания. И он говорит, вот они нас тут хотят сделать, чтобы мы просто пели песни на гагаузском и танцевали в каких-то национальных костюмах. Это он отвечает тем, кто говорит, что ну вот как бы гагаузская автономия есть, но почему-то гагаузский язык теряется. Вы что на это можете ответить? То есть как бы люди здесь совершенно по-другому видят компетенцию автономии. Именно это я, наверное, упустил, когда говорил про атмосферу 1994 года и про закон 1994 года. Идея Гагаузской республики, я повторяю, я не берусь тут ее опровергать, критиковать, но она стала таким расхожим стереотипом среди наших сограждан гагаузской национальности. И когда закон 1994 года писали, то это был, наверное, попытка обоюдного обмана. Кишинев пытался идею республики свести к автономии культурно-национальной, не говоря это, да? А те, которые со стороны Камрата, условно говоря, вели переговоры с Кишиневым, они подразумевали, автономия – это наша государственность. И даже пресловутые юристы, которые живут в Камрате, не буду называть имена,
утверждает, что это никакой не ординарный закон, ну, органический закон, точнее, да, а это политический договор о вхождении Гагаузской республики в состав Республики Молдова, что является абсолютной нелепостью с учетом того, что 29 июня 1994 года была принята Конституция Республики Молдова, которая объявляет Республику Молдова унитарным государством. То есть и ни о каком вхождении другого государства в состав Молдовы не может быть и речи. Но я повторяю, в отсутствии диалога, в отсутствии самоизоляции гагаузской автономии получился такой закрытый объем, где определенный круг лиц пытается продемонстрировать свой лжепатриотизм, повторяя одни и те же кричалки на протяжении многих лет. У нас забирают полномочия. Желтая зараза хочет уничтожить автономию. Ну и так далее и тому подобное. Да, закон игнорируется. Конечно, и те аграрии, которые были во власти, от великого ума, там был принят нормативный акт, который предусматривал, что все законодательство Республики Молдова должно подгоняться под закон об особом юридическом статусе гагаузской автономии. Но здесь, я повторяю, вместо того, чтобы наши сограждане, которые живут в гагаузской автономии, они занялись вот именно тем, чтобы сохранять, развивать родной язык, чтобы он все больше и больше утверждался в общественной жизни, в официальной сфере, в образовательной системе. Вот получилась вот такая песня, что представители автономии, та же Анна Харламенко, тот же Владимир Кыса, ездили в Тирасполь, подписывали какие-то соглашения с так называемым Верховным Советом ПМР, да. Тот же Константинов, если посмотреть в интернете, ездил с официальным визитом, никак не меньше, в Тирасполь. То есть это была такая игра, которая должна была продемонстрировать Кишиневу, что мы не такие простые, это никакая не автономия, мы хотим большего и так далее, и так далее. Но про экономическую сферу и про налоговые поступления в бюджет автономии, это, наверное, лучше говорить с господином Тарнавским, он это лучше разъясняет. Но получалось так, что гагаузская автономия купалась в деньгах и в то же время периодически показывала кукиш Кишиневу, что мы вот не какая-нибудь автономия, а мы государственность. И все, конечно, сильно усложнилось после аннексии Крыма, проекта «Новороссия». Кто сейчас помнит, как некто Анатолий Кара, начальник управления молодежи и спорта гагаузской автономии, занимался вербовкой молодых людей из автономии, и их посылали в лагеря для подготовки боевиков в Ростове-на-Дону. Этот человек сейчас работает, извините, в Народном собрании, в юридическом управлении, да. Да. Вот это вот сильные юристы у нас в Молдове. Что в Кишиневе, что у вас в Камрате. Да. Надеюсь, мои коллеги не сильно обидятся. Да. Поэтому ситуация стала меняться в худшую сторону, потому что Россия стала активно использовать гагаузскую автономию в антигосударственных целях. И мы видели все эти спекуляции насчет республики Буджак, хотя некоторые, скажем так, представители гагаузской автономии гневно отрицают саму идею. Но социологический опрос не обманешь. Люди сами ответили, что они знают про этот проект. Да? Ну, то есть вы хотите сказать, что людей готовили? Да, безусловно, готовился проект Республики Буджак, которая должна была быть провозглашена на следующий день после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом 28 июня. Дата как-никак достаточно, скажем так, символическая, да, потому что 28 июня 1940 года нас в очередной раз освободили. Правда, если составить список свобод, которые нам принесли, то как-то получается немножко странно. Как-то получается, что больше похоже на оккупацию, так? Нет, нам дали право остаться без земли для крестьян. Нам дали право отказаться от родного языка и быть русифицированным. Нам дали право умирать от голода в 1946-1947 годах.
и так далее, и так далее. То есть нам дали такие права, что мама не горюй. И врагу не Ну, пожелаешь, да, да. да, тем не менее, я повторюсь, я знаю, что Республику Буджак должны были провозгласить 28 июня 2014 года. А Но, откуда такая информация, господин Антой? И почему не провозгласили в конечном итоге? ну, потому что, чуть не сказал, да, ну, кишка тонка Ага, оказалась. не Потому пошли, что да? и Украина, так сказать, намекнула, что может быть, и наши силовые структуры, при всем, скажем так, моем скептическом отношении к ним в 2014 году, в общем-то, пресекли этот самый такой деструктивный сценарий. А как это должно было быть? Опять на очередном съезде депутатов всех уровней или что? Или как? Да, наверное, да. Я не помню всех этих деталей. Я помню только, что такой проект существовал. И Понятно. поэтому И поэтому с гагаузской автономией, конечно, проблемы стали обостряться. 2017 год, 5-7 мая, съезд гагаузов, Всемирный конгресс гагаузов в Камрате, да? Да. И была издана брошюра ученого Губогла, да, «Антропология доверия». И в той брошюре было предисловие, подписанное Ириной Влах. И Ирина Влах, член правительства Республики Молдова, Башкан Гагаузии, в том предисловии ставит на один уровень референдум в Гагаузии, 6 референдумов в Приднестровье и референдум в Крыму. Вы представляете, да? Потом, когда они поняли, что может быть скандал, я эту брошюру держал в руках, но так как меня в КГБ не обучали, как действовать в таких случаях, я сделал ксерокопию в одном экземпляре той страницы, я отдал в украинское посольство. Я остался без улик. Ага. Но тем не менее, я эту брошюру держал в руках. Я видел и читал это предисловие с подписью Ирины Влах. Ничем другим, как антигосударственной деятельностью и безудержной наглостью это назвать нельзя. Это политический бандитизм на основе безнаказанности. Ну и то, что мы сейчас имеем с Илоном Шором, который когда-то Владимир Воронин был провозглашен главным гагаузом. Да, вот сейчас Илон Шор стал главным гагаузом и пытается использовать гагаузскую автономию в качестве пушечного мяса в потенциальной дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Ну хорошо, а что дальше? Как вы видите дальнейшее развитие событий? Вот существование этой гагаузской автономии, как будет реагировать Кишинев? Потому что, ну, очевидно, что дальше, ну, в чем смысл? Как Кишинев видит дальше, ну, я не знаю, суть гагаузской автономии? Или Кишинев ждет, чтобы в Гагаузии нашли, переосмыслили что-то? Ну и да, и нет. Давайте так вспомним, что правительство Молдовы продолжает работать с примарами. Это да. В гагаузской автономии реализуется проект «Европейское село». Не помню, в скольких селах, но там больше половины, чем населенных пунктов. В этом году интенсифицировало свои усилия Министерство образования. 3 группы преподавателей румынского языка, в том числе из гагаузской автономии, были на интенсивных курсах в Румынии, в румынских университетах и вернулись оттуда преподаватели окрыленные, то есть для них это был очень полезный, такой вдохновляющий опыт. Я присутствовал на этих встречах и участвовал в организации, реализации этого проекта. Это реальный шаг, особенно с учетом того, что было высказано мнение, что этот проект должен продолжаться. И дети из гагаузской автономии, насколько я понимаю, успели съездить в Румынию перед началом учебного года. Лицей Михай Чакир из Чадерлунги включен в список 35 образцовых учебных заведений Республики Молдова. И там удалось перевалить через эту проблему, когда было 4 класса с преподаванием на румынском языке, но не было никакой ясности на предмет перспективы для этих детей. Мгм. Вот дети пошли в 5 класс, и там были и министр образования, и представители проекта People in Need, который оказывает финансовую поддержку, и румынское посольство, и ваш покорный слуга.
и были очень полезные встречи и с родителями. И Давайте уточню, господин Анатолий, там что, все предметы на румынском языке преподаются для 5 класса? да, это преподавание на румынском языке, как в румынской школе. В А школе откуда с они берут румынским языком. преподавателей? Там же в Чедрунском районе ни одного молдавского села нет. Это сложная проблема, но она находится в процессе решения. Там идет интенсивный диалог с мэром Чедерлунги, господином Топалом. Я сам видел преподавательницу, которая беременная на 7-м месяце, но она каждый день за рулем проезжает 30 километров, чтобы приехать на уроки. Это, да, интересно. Хорошо. Это не интересно, это говорит о том, что центральные власти на протяжении десятилетий игнорировали проблему языковой интеграции представителей этнических меньшинств из Республики Молдова и гагаузской автономии, может быть, в первую очередь. Поэтому, насколько я понимаю, сдвинулась проблема в Вулканештах есть единственный лицей с преподаванием на румынском языке, который 31 год не имел собственного помещения. Лучафур. Это Кашево. Да. И я там был, и захожу в класс, и преподавательница говорит: дети, поднимите руки, кто из вас гагауз? Половина класса подняли руки. Дети учатся на румынском языке, и никто из этого не делает проблем. Потому что родители хотят, чтобы их дети имели будущее здесь, дома, в Республике Молдова, а почему и не в соседней Румынии? Ну, я говорил с директором этого заведения Лучафру, и проблема, я так понимаю, и лицея Михаила Минеску тоже, заключается в том, что в этих городах нет детских садов на румынском языке. Ну, как бы, чтобы дети уже приходили туда готовые, говорящие на румынском языке. Да, вы правы, потому что вы обратили внимание на тот факт, что в Республике Молдова, по моему личному мнению, я никому ничего не навязываю, но мое личное мнение, дети должны выходить из садика свободно щебеча на родном и на румынском языке. Ну, это да, согласен. Да, потому что в соответствии с веяниями времени я обзавелся родственниками в Италии, в Тирольской автономии, да. Опа. И там ребенок идет в садик. А как это И вы вдруг- обзавелись родственниками, просто интересно. Ну как, моя внучатая племянница вышла замуж за итальянца. Ой, интересные подробности просто. Родила Дариуса. Дариус красавец, парень. Отлично, отлично. Да, отлично. и Дариус Пусть ходил растет в здоровым. детский садик, и в детском садике в группе были 2 воспитательницы. Мгм. И дети знали, что к одной воспитательнице они могут обращаться на итальянском и получать ответ только на итальянском языке, а к другой воспитательнице обращаться только на немецком и получать ответ на немецком языке. И дети уже выходят из детского садика с пониманием того, что знание языков – это норма, и со знанием языка, который позволяет ему дальше и оставаться интегрированным в обществе, и идти в школу. Потому что там тирольская автономия немножко по другому принципу, не так, как гагаузская автономия. Ну, гагаузская автономия, извините, вчера появился пост, один из знакомых наших, ну, мой знакомый, вы, наверное, его тоже знаете, Кирилл Железов опубликовал: в 4-й школе Чудерлунги идет утренник, где поют «Россиюшка, земля, для кого святая Русь, а для кого занозушка», понимаете? Вот в Гагаузии в 24-м году. Вот здесь мы подходим с вами к другому моменту. В гагаузской автономии, по моему личному мнению, сложилась такая атмосфера нетерпимости. Есть группа лиц, которая не только захватила власть, но и захватила право на истину в последней инстанции. И вот они кричат, что в Кишиневе находится желтая зараза, которую нужно смести поганой метлой, что Майя Санду ведет Молдову по украинскому сценарию, Майя Санду ведет страну в НАТО и в то же время к объединению с Румынией. И в этой атмосфере нетерпимости, вот когда прошло
20 октября референдум, и когда 90 с чем-то процентов 97. избирателей проголосовали против. Я задаюсь вопросом, а какой процент из этих людей имеет элементарное представление, что такое Евросоюз? Что Евросоюз – это не ЛГБТ, мы про эпоху Возрождения можем промолчать, да? Евросоюз – это совсем другое. Кто из них читал Копенгагские критерии? 3 критерия, несколько строчек, которые были опубликованы, приняты в 1993 году. И когда мы читаем первый политический критерий, это стабильность институтов правового демократического государства, защита прав человека, защита и гарантия прав меньшинств, кто может возражать против этого принципа? Но нет, люди голосуют против, потому что их запугивает, ими манипулирует. И когда мы говорим, что должно произойти в автономии должна появиться внутренняя оппозиция. Я никого не посылаю на баррикады, но люди не должны молчать. Да, я знаю, что вы относитесь к тем немногим, которые не молчите. Как я сказал в другом кругу, вы там 3 мушкетера. Нокта, Лав и НТС на всю Гагаузию. Но тем не менее, нужно поддерживать диалог, и этот диалог не должен сводиться к тому, что кто-то, обладатель какого-то портфеля, должен сидеть и с обладателем портфеля из Кишинева. Диалог – это совсем другое. И поэтому Гагаузия, я считаю, Гагаузия находится в глубоком кризисе. Это захваченная территория, в то время, точно так же, как во время Плохотнюка Молдова была захваченным государством. Это захваченная автономия. Это опасно с учетом того, как развиваются события в Украине, и с учетом того, что гибридная война, развязанная путинским режимом против Молдовы, становится все более жесткой. Вот так называемый газовый кризис – это всего лишь энергетический кризис, это энергетический шантаж со стороны Кремля. Давайте здесь перейдем к шантажу, если вы позволите. У нас буквально 5 минут осталось. Приднестровье. Как вы видите дальнейшее развитие ситуации? На левом берегу Днестра эти марионетки, в данном случае кремлевские, шериф отошел в сторону, усиленно изображает из себя государство, которое должно выстоять как стойкий оловянный солдат. А почему шериф ушел в сторону, господин Анатолий? Не, ну он же не возьмет на себя содержание этого Приднестровья. Он выдаил деньги на это, да. И совершенно очевидно для меня, что это шантаж, который имеет в основе следующий принцип. Ни одного киловатта электроэнергии на правый берег Днестра. Чтобы заставить нас покупать электроэнергию по высокой цене, чтобы были технические сбои, потому что у нас есть ограниченная возможность перетока электроэнергии через с румынского энергетического рынка, чтобы опять создать аргумент для так называемой оппозиции, а точнее для пятой колонны в перспективе парламентских выборов. Мы не знаем, что еще предпримет Кремль, но из этого всего совершенно очевидно, что путинский режим, он сам народ России рассматривает как пушечное мясо, которое можно бросать на амбразуру. Да? И я вспоминаю 2009 год, когда была газовая война между Россией и Украиной, и в Тирасполе при минус 15 сливали воду из батареи, из системы отопления, потому что мы получали газ из Украины через север, а русский форпост, в кавычках, Тирасполь остался без газа. Поэтому для меня совершенно очевидно, что для Путина проблемы жителей левого берега ему абсолютно безразличны. Он рассматривает Приднестровье как инструмент, точно так же, как и захваченную Гагаузскую автономию. Я думаю, что решение, нам главное избежать сценариев по дестабилизации ситуации. И совершенно не случайно вчера
так называемая служба внешней разведки России, казалось бы, серьезная структура, да, упала ниже плинтуса и доложила, что на совещании Майя Санду вышла из себя и приказала готовить силовой сценарий по отношению к Приднестровью. То есть это бред, но это бред путинского режима, который рассчитан на то, что часть наших сограждан будут запуганы и станут послушными инструментами для политической дестабилизации. Надо мобилизировать себя и не допустить все эти сценарии для того, чтобы преодолеть эту зиму. Ну, правильно ли я понимаю, что здесь не надо торопиться, потому что Россия этими действиями пытается подтолкнуть на какие-то действия, которые могут оказаться ошибочными, скажем, да, или спровоцировать то, ну, на что рассчитывает Россия? Давайте так договоримся. Что значит действия, которые могут быть ошибочными? Никто не собирается разворачивать танковые колонны, которых нет, для атаки на Приднестровье. Это все бред и провокация. Кишинев готов идти навстречу левому берегу и обеспечить поставку газа на левый берег при условии, что люди будут платить. Точно так же, как платим мы с вами за Да. потребленный газ. Я же не еду на левый берег и не требую, чтобы мне дали квинтовский коньяк за дежавю. Нет, конечно. Платить надо. Точно так же и газ, и электричество. Это все товар, который надо оплачивать. Но пока что тираспольские марионетки играют в государство. Нет, мы будем тут стоять до последнего. Это все, конечно, бред, но, повторяю... Вы имеете в виду Красносельского и этого Игнатьева или кого? Ну, я и даже не хочу упоминать их фамилию, потому Понятно. что у меня под рукой Конституция Республики Молдова. Там статья 2 гласит, что узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением. Ну, Это в Конституции написано. Я даже не голосовал за нее в 1994 году. Меня не было тогда в парламенте. Поэтому... но вы хотите сказать, вы за нее не голосовали, но вы за ее соблюдаете. Правильно? Ну да, потому что закон есть закон. Dura lex sed lex. Да-да-да. И когда мы говорим о возможных ошибочных действиях, никто не будет никаких там силовых сценариев применять. Мы готовы помочь левому берегу в той мере, в которой этот антиконституционный бандитский режим откроется для партнерства. Все. Я понимаю, что люди с левого берега — это заложники. Я им сочувствую, но в данном случае помочь не могу, потому что они находятся под контролем этого антиконституционного бандитского режима, который грубо попирает права человека на протяжении начала 90-х годов. Господин Анатолий, я благодарю вас, что вы нашли время, пришли к нам и прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Будем рады, если темы будут более оптимистичны. Ну, комментируем, что есть. Да, всего хорошего. Да, спасибо большое. С праздниками вас и ваших зрителей. Да, спасибо большое. И вас тоже с праздником. До свидания. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о попытках России спровоцировать, не знаю что, очередной кризис вокруг Приднестровья. Буквально на этой неделе, вчера, эта неделя началась с каких-то заявлений, фейковых заявлений службы внешней разведки России, той же Марии Захаровой, да, о том, что якобы Майя Санду дала приказ разобраться с Приднестровьем военным путем. Да, то есть здесь вообще об этом ни сном, ни духом в Республике Молдова, и власти Республики Молдова никогда не прибегали бы к этому, да, то есть и не собираются прибегать к этому варианту, да, решения Приднестровского конфликта. Но тем не менее Россия пытается разжечь, и все это происходит в контексте того, что, ну, известно, что с 1 января истекает срок действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» о транзите российского газа через Украину, извините, да. Соответственно, неизвестно, что будет с поставками российского газа на территорию в Приднестровье. Вот как это все расценивается и что ждать уже начиная с 1 января в Приднестровском направлении, я предлагаю поговорить с нашим частым гостем Дмитро Левусь, политический комментатор
из Киева. Дмитро, приветствую. Витаю. Рад вас видеть, Дмитро. Как вы расцениваете, Дмитро? Давайте вот две вещи. Первое, неизвестно, что будет с российским газом для Приднестровья. То есть, ну, вы нам скажите точно, потому что из новостей мы видим, однозначно поступает сообщение, что Украина не будет продлевать, значит, договор о транзите российского газа. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, и других заявлений мы не слышали. Скажите, вы, известно ли что-нибудь еще, помимо этого, по поводу возможности или невозможности транзита российского газа через Украину? И я бы тоже попросил вас вот прокомментировать этот визит Фицо, да, Роберта Фицо, премьер-министра Словакии, в Россию, тоже по вопросу поставок российского газа в ту же Словакию. Потому что там, по-моему, 3 страны, которые до сих пор зависят от российского газа в Европейском Союзе. Это Словакия, Венгрия и Австрия. И он как раз-таки поступает по газопроводу, бывшему газопроводу «Дружба» по украинской ветке. Да? То есть, как бы, что с этим? Давайте вот сначала разберемся с транзитом российского газа. Возможен, невозможен и зачем нужен был этот визит Фицу. Потом вернемся к Приднестровью, конечно, да. Думаю, что с транзитом российского газа все уже очевидно, его не будет, скорее всего, да, то есть, никогда нельзя исключать всего до конца, но я думаю, есть и соответствующие слова и президента тоже, помимо Шмыгаля, да, то есть там Владимир Зеленский не исключал возможность, что по ГТС может пойти газ с другой стороны, понятно, что подразумевался азербайджанский, но, видимо, исходя из того, что эти переговоры шли больше года, и, вероятно, гарантии того, что под видом азербайджанского газа не будет поставляться российский, очевидно, что и не было, да, то есть, и поэтому очевидно, к чему все пришло. Более того, я думаю, что не будет точно этого транзита по той простой причине, что Украина в лице президента предлагала Фицо компенсацию в виде 500 миллионов, которые он сказал «но». И вот тут мы подходим уже к самому интересному. То есть Украина предлагала компенсировать... потери, да. То есть потери. Это было... И более того, Зеленский вчера в своем обращении... То есть воюющая Украина предлагала компенсировать потери Словакии. Да. То есть там при всем при том, это 500 миллионов, да, то есть и еще один из моментов. Понятно, кстати, опять же, почему? Потому что, есть единство Европейского Союза, есть желание сохранить нормальные отношения с разными странами. Тем более, кстати, мы, по-моему, даже у вас в эфире говорили о том, что, например, у Фица, он понятно, что он такой же, как Орбан, но ему тяжело быть таким же, как Орбан, потому что Орбан, он один такой, который сумел в Европейском Союзе построить такую политику, что жить шантажом, получать за это по голове, да, то есть санкции какие-то, но добиваться каких-то нюансов. Да, и плюс у Фицо не такая внутренняя политическая ситуация, как у Орбана. Да, и ситуация, да, потому что у Орбана на самом деле зачищена, по сути, сейчас все поменялось, да, то есть мы видим, что Петер Мадер там все-таки растет. Набирают партия ТИС. Да, набирают они, потом опять же много венгров, которые уехали за пределы Венгрии, там живут в Австрии, например, они однозначно против Орбана настроены, но тут очень такой показательный момент. Кстати, Зеленский вчера сказал даже о том, что у нас был разговор в присутствии лидеров Европейского Союза. То есть это о чем это говорит? Это говорит о том, что у Фица не получится наврать, а он нагло наврал. То есть, когда перед визитом в Москву, он, например, то есть, по его словам, звучало так, что речь шла о 500 миллионов для него лично. Да, то есть, вот он как. То есть там не было такой конкретики, но прочитывалось именно вот это. Да, то есть, в конечном итоге, зачем он ездил в Москву? Что он хотел добиться? Можете... Так вот, зачем он ездил в Москву? Да, то есть, и Зеленский, кстати, сейчас я это скажу, Зеленский, кстати, вчера сказал 500 миллионов для словаков. То есть не из этого для Фицо. сделать вывод, что Фицо, наверное, намекал на деньги для себя лично.
Да, то есть, ну, если Фицо не хочет, чтобы это были деньги для словаков, а это с высокой степенью вероятности правда. Почему? Потому что мы так немножко подзабыли. Роберт Фицо – это старый коррупционер, который в прошлый раз, ну, если кто-то подзабыл, как он перестал быть премьер-министром. Это человек, во время которого, в премьерство которого замечательно себя чувствовала итальянская мафия Андронгета на территории Словакии. И журналист, который расследовал эту историю Куцяков, он был убит. И более того, Фицо, ему бы радоваться, что он в прошлый раз, когда перестал быть премьером, на тюрьму не заехал. Да? То есть такое тоже... А журналист расследовал, как итальянская Ндрагита осваивает европейские субсидии Да, через Словакию. Да. Да, именно через Словакию, да, то есть, и там история была такая... По-моему, субсидии на сельхозпроизводство или сельское хозяйство, что-то вроде. Там сельхозпроизводство и наркотики, там было, да. Там большая история была. И более того, ну, и там какая-то, будет просто сейчас уже забылось, но там была какая-то комедия ошибок, когда министр внутренних дел не знал, что арестовывать, не арестовывать, там потом как оно там развивалось, да, но это уже другой вопрос. Но, то есть из этого мы можем сделать вывод, что вот поехал, поэтому Фицо врет, когда он говорит о том, что вот, мол, ему предложили, не ему предложили Словакии компенсацию, да, в тех тяжелых условиях, в которых пребывает Украина, несмотря на то, что товарищ, у тебя был год, за который ты должен был знать, что с этим делать. Да? То есть Европейский Союз ведет эту политику. И тут ты заявляешь, что тебе, мол, давали, ну, я не повелся. Второй момент, что я тут, это поездка в ответ на действия Украины. А что ты поехал в Москву? Для того, чтобы, что ты сделать? Чтобы попросить, чтобы Путин еще больше как-то террористическими методами влиял, бомбы кидал, да, на Киев, или там ракетные удары осуществлял. Да, как он может убедить Зеленского? Как бы, ну да, то есть никак. Да, вот о чем и речь, да, все правильно. Поэтому... Так зачем нужно было, если понятно было, что Украина не будет продлевать? Значит, рассказываю свое мнение за инструкциями и для того, что есть Москва подключила на самом деле свою вот агентуру влияния. Орбан известный давно и Фицо, да, который тоже на самом деле мы видим, есть расследование Информнапалма о деятельности Фицо по-моему, в 2015 или 2016 году. У них тогда был там взлом, по-моему, Суркова или кто, которые анализировали. Обращение Словакии, именно Фицо, 2013 года по поводу расширения экономического присутствия Москвы, то есть вот в Словакии. То есть это там давний такой интерес, да, то есть вот это для Москвы понятно, зачем это нужно, да, то есть Фицо тем самым демонстрирует, что нету единства у Европы, да, то есть что вот. Европейская комиссия, кстати, по-моему, до сих пор даже не отреагировала. Есть заявление президента Литвы Науседы относительно него, причем тоже очень жестко. Есть заявление министра иностранных дел Чехии, да, тоже Липавского по нему. Ну, посмотрим. Я думаю, что реакция тоже будет. Почему? Потому что это вот зачем ему? Ну, наверное, он знает зачем, да, то есть его вот эти старые связи с Москвой, они каким-то образом сработали. Зачем для Москвы тоже понятно. То есть разрушить вот это единство. И как раз-таки, ну да, понятно, Москва использует любую возможность для этого, это совершенно очевидно. И тут все зависит от того, как едины будут в Европейском Союзе. Ну, то есть понятно, что украинского газа, вернее, российского газа через Украину уже не будет. Да? То есть, и тут возникает вопрос с Приднестровьем. Как вы это видите? Как Россия дальше будет разыгрывать эту карту? Я думаю, что, кстати сказать, вот сейчас, когда газа уже точно не будет и непонятно, да, что будет происходить, Москва может пойти на очень радикальный шаг. Да. То есть вот само по себе вот это заявление о том, что якобы Молдова готовила военный путь решения, ну там речь идет о Днестровской ГРЭС, да, взять ее под контроль. Да. Потом как-то оно где-то на втором шаге об этом уже забываются и начинают кричать о том, что
ага, операцию против Приднестровья провести. То есть я думаю, что это, в общем-то, может быть и такой подготовкой, накачкой к каким-то радикальным действиям, к провокациям. Потому что сейчас Приднестровье удерживать им становится все тяжелее. И вот этот вот всплеск недовольства, тем более который такой контролируемый, он будет. И они могут это сейчас попытаться вот через какие-то провокации привести к столкновению с Молдовой и, возможно, к тому, чтобы в Молдове внутренние пророссийские силы одновременно кризис очередной, да, который, хотя и президент только что избран, но на самом деле в условиях предвыборного года это может быть целью Москвы, конечно. Ну, то есть цель парламентские выборы, я правильно понимаю? Да, я имею в виду их. Это создать такую вечно играющую или долгоиграющую тему для пророссийских сил, а фактически агентов влияния Кремля в Республике Молдова перед парламентскими выборами. Ну, чтобы им было о чем говорить и за счет чего критиковать власти. И, я так понимаю, нагнетать страх. Ну, Нагнетать мы уже панику. это видим, да, то есть мы вот, например, то, что заявляют Дадон, то, что заявляет Цирде, да, то есть это вполне очевидно. Мне, кстати, даже кажется, что это начало, потому что, ну, видимо, будут и более, да, и дальше заявления могут быть какие-то более агрессивного плана в таком контексте. Ну, например. Ну, вот если произойдет действительно какая-то вот провокация в плане, она может произойти, да, почему? Потому что, ну, например, да, ну, да, то есть, вот, насколько я понимаю, там, ну, Варница, где есть отделение полиции, да, то есть, да, там, ну, это же очень быстро можно сделать, да, то есть, или в том же самой, в той же самой Днестровской ГРЭС, да, то есть, вот после этого, да, могут начаться такие заявления о необходимости, там, пусть даже, да, сейчас только что произошла инаугурация, но необходимости импичмента, да, то есть я думаю, что вполне могут они это начать делать. То есть приднестровцы там делают какую-то провокацию, а российские Да, агенты я, здесь кричат да, о да, необходимости импичмента, да? я думаю, именно, ну, например, такой сценарий. Я думаю, что, кстати, он абсолютно может просматриваться. А, то есть, а почему тогда, вот интересно, да, они как бы особо Приднестровье не использовали, да, до, можно сказать, этой осени в основном звучала Гагаузия. Мы с вами обсуждали это, да, то есть Да, Гагаузия была таким очагом напряжения, постоянно отсюда звучали какие-то заявления и так далее и тому подобное. С Гагаузией, ну, такое ощущение, что немножко подуспокоилась. Ну, в каком плане подуспокоилась? Все понимают, ну, скажем, бесперспективность вот этого гагаузского направления, да, то есть как бы в информационном плане удалось это каким-то образом нейтрализовать, хотя как бы расслабляться не надо. Посмотрим, что будет дальше. Но Приднестровье особо как бы не отсвечивало, если можно использовать такой термин. Было тише воды, ниже травы. И вот сейчас мы видим, что они запускают Приднестровскую карту. Почему сейчас? Они же, по большому счету, могут поставлять газ и через Голубой поток, и этот могут, самый Трансбалканский коридор. И, кстати, в ту же Словакию, тут же да, и Венгрию. со Словакией, да, это вообще просто однозначно, да, то есть там, если ты для Словакии, для Венгрии, если ты хочешь решить эту проблему, то ты ее решишь, да, тоже просто используя даже вот, ну, общие схемы Европейского Союза и этим занимаясь, да. По Даже поводу, если ты хочешь получать российский газ, ты все равно можешь его получить через да, турецкий поток, Голубой поток и да, через, и соответственно, да. если ты считаешь, что он теперь стал слишком дорогой, то прими предложение Украины, да, то есть в конце концов, это, ну, во всяком случае, начни движение в этом направлении. Понятно же, что это не значит, что завтра тебе кэшем привезут 500 миллионов, да, то есть, ну, будут какие-то переговоры, будет понятно, что, возможно, даже, что это были бы деньги и не украинские, а деньги тоже Европейского Союза, да, там каким-то образом получены, ну, в рамках той помощи, которую мы получаем. То есть тут, но все это было бы официально. Да, то есть и это было бы совершенно. Но когда ты не хочешь этого делать, то
Относительно, почему Приднестровье, я думаю, что тут как раз именно потому, что оно становится чемоданом без ручки. Потому что понятно, что даже если этот газ, который через Румынию пойдет, он же будет все равно дороже. И ситуация поменялась, да. До сих пор Ну, опять же, можно... Россия же денег не считает, а как бы если... Я к тому, что даже если бы она захотела продолжить поставлять газ, у нее есть возможность это продолжать делать. У нее есть возможность, но я думаю, что тут, мне кажется, что в данном случае, видимо, ну, пока что тот газ, который заходил в Приднестровье, он и в Тирасполь что хотел, то и мог с ним делать. Да? То есть Да. заходить, если газ будет заходить по-другому, то тут уже возникает вопрос, да, получится ли вот эти все фокусы, которые на протяжении с 90 там, какого года это все продолжалось. Да? То есть и потом сейчас Тиротекс со всеми остальными там и кто там еще, да, производство, с молдавским металлургическим заводом. Сейчас Да. мы бесплатным газом тут производим, продадим в Европу. Да, и будем Вот, добеговать цены, да, то есть... да, то есть, вот, теперь этот фокус не получается, то есть и Приднестровье реально выглядит как чемодан без ручки. То Ну, есть вы хотите сказать, что Россия ищет способ от него избавиться? Ну, мы я думаю, что же не как бы... избавиться. Я думаю, чтобы оно просто, чтобы оно не было просто в тягость, а чтобы вот теперь вот взять и этим чемоданом из ручки и по голове ударить вот так вот, таким образом. Мгм. То есть вот так, для того, чтобы оно просто в тягость это оно, если вот ничего с ним не делать. А это же чекисты правят. Оно же вот как-то это актив, ну пусть без ручки, да, но оно же все равно актив. Ну давайте там в Санду его пихнем, да, там это по Кишиневу. Вот таким вот образом. Я думаю, что вполне может быть. А у вас есть понимание того, какие игроки там сейчас? Потому что такое ощущение, что шериф немножко отошел на задний план. А вот у меня, кстати, тоже впечатление, что шериф очень пассивно себя ведет. Вот я как-то, мне тоже это показалось. Я, кстати, думаю, что может быть это даже из-за, ну, мы когда-то с вами уже говорили на эту тему, из-за личных каких-то отсутствия личных гарантий или предупреждений личных к руководителям шерифа, да, о том, что, ну, наверное, не стоит быть излишне активными и мешать Москве. Да, вот тут вот. Вполне может быть. Мгм. И, и получается, кто там сейчас этим всем управляет? ФСБ, МГБ Ну, через... я думаю, что да, что ФСБшники рулят, да, скорее всего. Ну, я, скажем так, я сейчас тоже не настолько глубоко в приднестровских реалиях, как раньше это было, поэтому тоже я тут по персоналиям не назову, но я думаю, что да, они, конечно. Слушай, а смогут ли они, с вашей точки зрения, ну, не знаю, там, пойти на что-то большее, чем на провокации? Потому что я насколько вот слышал, опять же, не могу утверждать, что это репрезентативно и отражает ситуацию полностью, но, судя по всему, население в Приднестровье как бы, ну, не готово Ну, подставлять себя, тратить жизни за какие-то путинские авантюры. Бесплатный российский ну, газ, да, какие-то там пенсии, надбавки, да, но больше нет. ну, у меня тоже впечатление, что население деморализовано в этом плане. И, но это, кстати, отнюдь не означает, что оно перестало воспринимать Москву как свет в окошке. Да, тоже. Поэтому э, я думаю так, что Москва нас что-то большее, ну, может и большее что-то, да, но тут Москва, в принципе, на самом деле, она когда вовлекает, она же уже потом и не спрашивает, да, то есть, ну, вот, как те мобилизованные первые, там, 30 тысяч, которые самые вот из этих, из двух армейских корпусов были Донецкой и Луганской областей, да, которых они мобилизовали. То есть они же уже и не спрашивали никого, да, то есть, ну вот просто провели мобилизацию и все, а там куда ты там денешься, да? То есть вопрос, могут ли они там так сделать, ну, наверное, нет, прямо прямую параллель мы там, конечно, наверное, не проведем, вот, но, скажем так, я вот просто уже в этом убеждаюсь не один раз, когда идет такая большая уже драка такая, то личные настроения, они уже где-то особой роли уже и не играют, к сожалению. То есть у России там по-прежнему есть какой-то административный ресурс и еще какой-то Я ресурс для того, думаю, что чтобы есть. заставить людей, ну, подчиниться их воле. Ну, Это... учитывая то, что они хоть и деморализованы, но все равно вот в этой матрице русского мира и в российском информационном поле, то, скажем так, что-то, ну, влиять на них, конечно, не могут. Да. А как на это смотрит Украина, ну, власти Украины? Да? Понятное дело, что
Республика Молдова, ну, не то чтобы всячески, да, она как бы не пойдет на решение этого конфликта военным путем. Ну, опять же, тут Ну, я думаю, на вопрос. самом деле, с точки зрения Украины тоже ничего не поменялось в этом плане. То есть, если, ну, это суверенная территория Молдовы, и, естественно, если не будет, да, там явной агрессии с той стороны, такой, Или угроза то, Украины, да, то есть да, Украине, да, да. угроза Украины, то, естественно, что тоже перманентных каких-то действий, конечно, не будет. Причем, потому что Украина все делает в соответствии с международным правом, да, то есть это даже тогда, когда это, ну, вот глупо выглядит, например, ну, вот как ситуация сейчас, да, мы даже когда отказывались от ядерного оружия, да, мы исходили из чего, что есть вот у нас гарантии территориальной целостности, устав ООН, Хельсинские соглашения, да, вот. Кстати сказать, тот же самый вот Фицо, когда говорит о том, что он же тут успел еще перед этим там наговорить интервью всяких, сказал, что, мол, Украина не победит, Крым, есть какой-то там русский дух, да, то есть это, и Украина должна отказаться, мол, от территорий, то он немножко дурачок. Почему? Потому что его брат-близнец политический, вот этот товарищ Орбан из Венгрии, он очень регулярно ходит в шарфике Великой Венгрии, где Словакии просто не существует в природе, да? Ну, или Где в как минимум каждом... часть территории Словакии принадлежит Венгрии, с Да, его точки зрения. да, где в каждом придорожном кабаке вот эти карты Великой Венгрии в разной интерпретации, где либо половина Словакии нету, где либо вообще Словакии нету, тоже висят. А травма Трианона это просто так, ну, такой любимый больной мозоль, да, вот, Да. ну, Но процентов там не так только в 30. придорожном кафе, там у очень многих чиновников висит эта карта великая. Да, да, ну да, да, кстати, да, вот, то есть он просто очень сильно не понимает, что если хоть в какой-то степени будет закреплены российские захваты, то это будет означать смерть Хельсинки, а вот на следующий день Венгрия будет предъявлять, кому она будет предъявлять претензии? К Украине? Да нет, конечно же, она к Словакии их будет предъявлять. То есть вот в чем дело. То есть он это открытие ящика Пандоры по всей Европе после этого. То есть это не косовский там какой-то прецедент, а вот это будет прецедент. Но это возвращение фантома, как это, фантома Первой мировой, примерно так. Да, абсолютно, да, да. То есть Европа очень наивно думает, что она переросла вот эту детскую болезнь. Да, то есть не переросла. Если вот это произойдет, то оно все вернется, да, конечно. Но если не удастся отстоять мировой порядок, основанный на международном праве, Да. международных соглашениях, да. Сейчас в Украине, то дальше, да, согласен, открывается ящик Пандоры. Ящик Пандоры, безусловно. Дмитро, я благодарю вас, что вы нашли время. Да, спасибо. Следим за ситуацией и будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Да, спасибо большое. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Сегодня сочельник Рождества. Поздравляю всех с наступающим Рождеством. Тех, кто его празднует по новому стилю, желаю вам счастливого Рождества и счастливого Нового года. До встречи. До свидания, друзья.